В эфире новости на канале Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. И вот главные темы выпуска. Перевод на дистанционную работу, как правильно оформить удаленный режим и не потерять в зарплате. На территории Якутии с 15 октября завершается навигация для маломерных судов. Жителей республики просят следить за действующими ограничениями. В рамках федеральной программы в республику продолжают прибывать новые машины скорой помощи. Одна из них отправилась в Алекминский район. За минувшие сутки на территории Якутии зафиксировали 130 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. В Якутске выявлено 83 новых случая, в Жиганском районе 6, в Нерюнгринском 5, по 4 заболевших в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах. Отдельные случаи заболевания зарегистрированы в Алайховском, Вилюйском, Горном, Нюрбинском, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. COVID-19 унес жизни еще 2 человек. Лаборатории провели 5254 исследования. Коронавирусная инфекция, как вирус распространяется и распространился по всей республике. И, соответственно, для нас сегодня стоит задача, отрабатывать так, чтобы все лица были изолированы, госпитализированы и оказывалась медицинская помощь. Этим сегодня и занимается управление Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения. Более 30 машин скорой помощи поступили в Республику Саха-Якутия в рамках федеральной программы. Решением Министерства здравоохранения одна машина направилась в Алекминский район. Можно отметить, что отправку оформили оперативно. Долгожданную машину успели отправить последней баржой, которая буквально вчера вечером поздно пришла в Алекминск. В рамках федерального проекта в Алекминский район поступила машина скорой помощи. Наша республика получила 31 единицу машины, из них 11 автомашин класса С, 20 машин класса Б. По приказу Министерства здравоохранения в Алекминском районе выделена одна машина. Машина полностью оснащена медицинским оборудованием, которое примерная стоимость 1,5 миллиона рублей. Насколько это необходимо, судить в первую очередь тем, кто круглосуточно на посту, работникам скорой помощи. Большое количество сейчас вызовов? Да, очень. В день вот сколько примерно вам приходится выездов? Ну, 25-30 примерно за смену. Будет возможность, что если в случае чего-то у нас одна машина, как бы до этого и на смене стоит одна машина, круглосуточно у нас нету 2 машин, как все думают это. У нас одна на смене, просто сейчас 2 машины не будут сменяться друг с другом. Помощь более качественная? Да, помощь будет более качественная, машина будет более подготовленная. Очень важно, что машина рассчитана именно на северный климат. Кроме того, она полностью оснащена не только стандартным оборудованием для оказания помощи, но и, учитывая непростое время, оборудованием для проведения дезинфекции. У нас есть все средства дезинфекции, встроенный умывальник, есть все средства, имеется дефибриллятор, обеззараживатель воздуха. Все делается на месте. Обеззараживание, обработка. Все. Нам не надо ждать специальную бригаду, которая приедет, нам обработает машину, сделает что-то. Все делаем сами. Уже в дороге пациент может получить помощь, а это важно, ведь часто счет идет на минуты, которые могут спасти чью-то жизнь. Завтра-послезавтра машина выйдет в строй. Вообще очень много вызовов? Вызовов много. У нас параллельно работают 2 бригады. Эвакуационная бригада, которая работает чисто ковидно подтвержденным и с подозрением на ковид, и общая бригада. Но это не значит, что общая бригада не сталкивается с ковидом. Она также сталкивается, просто не все вызова озвучиваются, что температура. И получается, что если брать в общей сложности, совокупности, то до 40 вызовов, до 50 в сутки бывает на 2 бригады. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Работодатель должен определить список сотрудников, переходящих на удаленный режим работы для организации деятельности организации. Вопрос о переходе на дистанционный режим должен решаться работодателем с учетом задач, которые возложены на работника, и возможности выполнять их удаленно. Также необходимо издать приказ о временном переходе сотрудников на удаленную работу и ознакомить с ним работников, а также заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Зарплата сотрудника, работающего удаленно, при сохранении выполняемого объема работы должна оставаться без изменений с учетом всех ее составляющих: оклада, доплат, надбавок, премий, иных компенсационных и стимулирующих выплат.
НИИ сельского хозяйства республики уже много лет поставляет в коневодческие хозяйства Якутии и других регионов страны ряд вакцин против инфекционных заболеваний. В институте налажено не только их производство, но и пробиотиков для животных. Уже 20 лет производится препарат Саха-Бакти-Суптил. Он хорошо себя зарекомендовал против огромного количества бактерий и вирусов, хорошо стимулирует иммунитет животных. В составе препарата входит фермент каталаза. По недавним исследованиям зарубежных ученых он эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией, так как является активным индукатором интерферона альфа. В будущем на основе Саха-Бакти-Суптил возможно создание препарата для лечения коварного вируса у людей. В этом направлении ведется совместная работа с научными медицинскими учреждениями. И наш препарат уже 20 лет на рынке лекарственных средств России и прошел все успешно производственные испытания. Поэтому, конечно, мы считаем, что в перспективе он обязательно должен быть препаратом для людей. Но это как бы не наша задача. Мы можем совместно с ними помочь провести доклинические испытания. У нас очень многие проведены. У нас часть испытаний доклиники проведена в институте в Москве, где изучали токсичность наших штаммов, и они совершенно не токсичны, хорошо действуют на организм животных. Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Президент сказал, с учетом того, что ситуация складывается, в общем-то, непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжело. Тяжело и отдельным отраслям экономики, в том числе стройке. И предложил продлить эту льготу хотя бы до середины следующего года. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею президента. На территориях опережающего развития Якутия и Южная Якутия планируют создать 9800 рабочих мест. На сегодняшний день там работают 6600 человек. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил на заседании наблюдательных советов ТОР. В ходе него рассмотрели динамику развития территорий опережающего развития, ход создания инфраструктуры в них, обсудили план привлечения инвестиций. В ТОР Якутия и Южная Якутия сегодня входят 38 резидентов. По итогам заседания глава региона отметил хорошую динамику развития обоих ТОР, о чем свидетельствуют крупные события, произошедшие недавно. На сайте Главного управления МЧС по Республике Саха-Якутия опубликованы материалы о безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. Итак, с сегодняшнего дня запрещен выход маломерных судов на водные объекты. Среднестатистический ледостав под селом Верхневилюйск также начинается с 15 октября. Вчера состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального района. По итогам заседания в районе, начиная с сегодняшнего дня по 15 ноября, объявлен месячник безопасности. Будут проводиться рейдовые мероприятия. Сегодня видно, что на Вилюе под Верхневилюйском идет шуга. Шуга вчера была больше, сегодня чуть меньше. Это зависит от температуры. Среднестатистический ледостав под селом Верхневилюйск у нас 15 октября обычно. Бывает чуть раньше, чуть позже. Напоминаем людям, что при тонком льде толщине до 7 сантиметров переходить, выходить на лед людям опасно. Рыбакам опасно до 15 сантиметров. Насчет паромов. Паромы, они регистровые, нами не контролируются, но обычно паромы под селом Верхневилюйск ходят, пока лед не станет. Сегодня идет шуга, паром уходит. Завтра утром, если река встанет, паромы уже не будут ходить. В селе Акташ в Горном Алтае проходят съемки масштабной военной драмы «Бансу» режиссера Павла Костомарова. На роль алиутского шамана утвержден солист Национального театра танца Дмитрий Артемьев. В фильме задействованы актеры Герасим Васильев из Саха-театра и Георгий Бессонов из театра юного зрителя. Подробнее в сюжете Туяры Константиновой. Бансу – это для каждого он свой. Алиуты в него верят, материалисты, коммунисты нет. Американцы его почувствовали, но его никто не видел, никто не пощупал, никто не потрогал. Поэтому для меня это дух войны, который спустился 30 лет назад, а потом сейчас, в 1943 году. И это было две войны. Первая мировая, Вторая мировая. Павел Костомаров приступил к съемкам фильма «Бансу» в окрестностях Телецкого озера. Название водоема на южно-алтайском языке звучит как «Алтынкёль» – «Золотое озеро».
Фильм планировали снимать в Америке, потом Грузии, но проблемы коронавируса перенесли съемки на Алтай. Дмитрий Артемьев был утвержден на роль, потому что он прекрасен, талантлив, и у него удивительный профиль, удивительное лицо, удивительно он самоотверженно играет. У нас не только он снимается в фильме, у нас много актеров из Якутии, и все они прекрасные. С некоторыми я уже работал на проекте «Перевал Дятлова». Для съемок военного триллера собрали международный актерский состав из России, Германии и Великобритании. По задумке режиссера для якутянина Дмитрия Артемьева изготовили костюм из медвежьей шкуры весом более 10 килограмм. Это мой дебют. Я никогда не играл в других картинах. Я исполняю роль шамана и батюшки. Роль шамана я исполнял в спектакле «Боксорью», в своем театре танца. Батюшки тоже, между прочим, я исполнял в спектакле Ерхадана. Батюшка тоже благословляет. Благое слово, как вот Алгасчит. И вот потому и как-то мне близко. Общая тональность. И здесь природа очень вдохновляет. Это природа Алтай, прародина всех тюрков. Очень профессиональная дружная команда. В данный момент мы зависим от погоды. Сюжет фильма рассказывает о событиях 1943 года. Ленд-лиз. В советском экипаже исчезает штурман. В стропах его парашюта спрятаны секретные разведданные. На поиски пропавшего отправляются 2 поисковые группы – советская и американская. Я решил экранизировать эту историю, потому что я прочитал повесть, мне предложили. И оказалась она очень классная, живая, интересная. И мы написали сценарий и начали ее снимать. Просто хорошая история. Вот и весь секрет. Бансу – это медведь, культовое животное алеутов. Картина снята по одноименной книге Ильи Баляшева. По жанру это уникальное сочетание драмы, мистического триллера и военного экшена. Это повесть о настоящих людях. Про то, как на каких-то неведомых ресурсах души раз за разом совершается невозможное. Фильм выйдет на большие экраны в 2022 году. Туяра Константинова, Джор Березкин, Москва. К этому часу это пока все новости. Берегите себя и обязательно соблюдайте масочный режим.